Многие мусульмане считают музыку дозволенной. Не могли бы вы подтвердить, действительно ли пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, выступал против музыки? Среди мусульман существует разногласие касательно дозволенности или же запрета на музыку. В Коране нет ни одного аята, который бы прямым образом запрещал музыку. Однако есть определенные признаки, указывающие на это. Аллах говорит в Коране, в суре Лукман под номером 31, в 6-м аяте, «Среди людей есть такие, которые покупают потешные речи, чтобы сбивать других с пути Аллаха без всякого знания и смеются над его знамениями. Им уготованы унизительные мучения». Основываясь на этом аяте, и согласно тафсирам многих ученых-комментаторов, потешные речи, то есть без какой-либо мудрости или полезного смысла, и есть неисламские песни с использованием музыкальных инструментов. И это вывод согласно многим ученым-комментаторам. Если же говорить о запрете, о котором говорил сам пророк, саллиллаху алейхи вассалям, то в подтверждении этому есть множество разных хадисов. Если мы обратимся к хадисам пророка, алейхиссалату вассалям, то у нас не будет никаких сомнений касательно запрета на музыку. Наш любимый пророк, алейхиссалату вассалям, как приводится в хадисе под номером 5590, упомянутом в сборнике Сахих аль-Бухари, в 7-м томе, в книге напитков, сказал: «Среди моих последователей появятся такие, которые будут считать дозволенным прелюбодеяние, ношение шелка, употребление спиртных напитков и использование музыкальных инструментов». То есть среди людей моей общины появятся люди, которые станут дозволять запретное – прелюбодеяние, ношение шелка, употребление спиртных напитков и использование музыкальных инструментов. В этом хадисе говорится, что они сделают некоторые вещи дозволенными. А ведь мы знаем, что спиртные напитки – это харам. Мы прекрасно знаем, что прелюбодеяние является запретным. И поскольку использование музыкальных инструментов перечисляется с ними вместе, то это прямо указывает, что пророк, алейхиссалату вассалям, ввел на них запрет. Хотя некоторые станут относить их к дозволенному. И нам всем известно, что сегодня есть такие ученые, которые допускают игру на музыкальных инструментах и считают ее дозволенной. В этом хадисе ясно говорится, что музыка – это харам. При этом есть хадисы, в которых упоминается о дозволенности использования некоторых музыкальных инструментов. В особенности даф, односторонний барабан или же бубен. Если мы почитаем хадис нашего любимого пророка, саллиллаху алейхи вассалям, приведенный в сборнике Сахих аль-Бухари, в 5-м томе, под номером 4001, то в нем рассказывается, как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, после заключения брака вышел на улицу и составил компанию одному из своих сподвижников. Как вдруг он услышал двух девочек, игравших в бубен и певших песни, восхваляя отца сподвижника и описывая, как он пал смертью храбрых в священной борьбе. После чего они принялись восхвалять пророка, на что он тут же сказал: «Не восхваляйте меня, продолжайте петь то, что вы уже пели», что говорит о том, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не запретил им играть на барабане. Более того, в сборнике Сахих аль-Бухари, во 2-м томе, в книге двух праздников, в хадисе под номером 987, говорится, что однажды пророк отдыхал лежа дома. Этот хадис был передан Аишей, да будет доволен ее Аллах. Она рассказывает, что в это время две девочки играли в бубен и подпевали. Когда пришел Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, он приказал им прекратить играть. Тогда, не вставая с койки, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Ничего страшного, пусть продолжают, это же праздничные дни». Более того, в сборнике Ат-Тирмизи есть хадис под номером 3690, в котором наш любимый пророк, саллиллаху алейхи вассалям, рассказывает об одном человеке, который поклялся: «Я поклялся Аллаху субханаху ва тааля, что если ты вернешься с победой, я спою песню под бой барабана». На что пророк ответил: «Если ты поклялся, то приступай. Если же ты не клялся, то оставь это дело». Следовательно, упомянутые нами хадисы указывают на то, что музыкальные инструменты являются харамом, за исключением одностороннего барабана или бубна, игру на котором пророк, саллиллаху алейхи вассалям, иногда разрешал.